Самое плохое, то, что произошло за период правления Бердымухамедовых, это то, что произошла династическая передача власти. Отец передал власть сыну в нарушение всех норм Конституции Туркменистана. И второе, отец не просто ушел из властных структур, он возглавил парламент. В руки отца перешла полностью законодательный орган. И Бердымухамедовы могут принимать любые законы, которые их устраивают. То есть власть полностью оккупирована, все ветви власти полностью оккупированы Бердымухамедовым. Вот эта узурпация власти, она еще сильнее укрепила диктатуру в Туркменистане. Мы в последнее время наблюдаем усиление репрессий со стороны семьи Бердымухамедовых. По воле семьи Бердымухамедовых депортированы несколько активистов из Турции и России. Мы видим, что усиление репрессий внутри страны – это когда запрещает пользоваться социальными сетями, когда по надуманным сфабрикованным обвинениям несколько гражданских активистов были посажены в тюрьму. Мы используем площадку и ОБСЕ, Бюро Демократического института по правам человека, как в Варшаве, так и в Вене. Совсем недавно, в 20-х числах апреля, я участвовал в очередном заседании Бюро Демократического института прав человека в Вене, где рассматривались обширные вопросы прав человека. На этом заседании, в частности, я говорил о том, что под давлением семьи Бердымухамедовых турецкая власть ввели визы для туркменских граждан. В 1998 году я подал заявление об отставке по собственному желанию. Я это сделал все из-за несогласия, проводимой Ниязовым, ложной, неверной кредитно-денежной политикой, которая приводила к обнищанию туркменского народа. С этого момента я получил патент предпринимателя и работал, купил карточку на биржу, покупал и продавал товары некоторых фирм, с которыми у меня были заключены соглашения. В 2000 году я получил второе гражданство, официально по закону российское гражданство. В это время я связался с некоторыми членами туркменской оппозиции. Мы обсуждали внутреннюю и внешнюю политику Ниязова. Уже тогда мы считали, что он диктатор, что он узурпировал власть, что никаких демократических преобразований
Туркменистане не предвидится, и поэтому решили бороться против этого режима. Ниязов что делает? Ниязов начинает обвинять всю туркменскую оппозицию во всех грехах. Во всех грехах. В 2002 году, в сентябре месяце, произошла кража в Центральном банке, и Ниязов, когда выступал по телевидению, он обвинил всю оппозицию. Хотя на тот момент я уже 4 года как не работал в стенах Центрального банка. И 1 год находился уже в Республике Болгария. Официально находился в Республике Болгария. Они, недолго думая, взяли, отправили запрос с требованием задержать меня и экстрадировать в Туркменистан. И Варнинский суд 22 мая 2003 года рассматривает все это дело и констатирует, что мое преследование связано не с уголовным преследованием, а с политическим преследованием. Они так и черным по белому это в решении суда так и написали и отказали в экстрадиции. Если будут соблюдаться все демократические принципы, если будет соблюдаться Конституция Туркменистана, если будет разделение власти, где будет работать система сдержек и противовесов между ветвями власти, то есть почему сдержек и противовесов? Чтобы никто не имел права узурпировать власть. Конечная цель нашей организации – добиться того, чтобы в Туркменистане соблюдали права человека. Все.